Смотрите, самая большая ценность украинского Укроборонпрома, оборонной промышленности, это огромный потенциал в интеллектуальной собственности. При всем том, что нам сейчас рассказывают, что все плохо, поверьте мне. Документация, которая есть в Украине, ну, история с Мотосичи – это прямой показатель. Да? То есть мы же понимаем, что покупают не металлолом, покупают конкретную интеллектуальную собственность и людей, которые могут производить. Это огромное. Второе – это люди, которые сейчас… Да, очень многие это люди, которые пожилого возраста, которые уже старые. Но есть очень много молодых людей, которые уже пришли и уже работают. Посмотрите на Антонова. У них есть большое количество новых сотрудников, конструкторов, молодых, которые работают. Какие иностранцы могут Теперь какие иностранцы? Это те компании, которые имеют дело с этим бизнесом. В авиации мы знаем, что есть там международные компании. Я не буду их называть, потому что это не будет некрасиво. Но это большие бренды, которые заинтересованы, стоят у порога. Они говорят, дайте нам, да, западные, конечно, дайте нам возможность инвестировать, просто покажите прозрачную историю. Есть огромный потенциал в том, чтобы делать совместные предприятия. Мы не можем делать совместные предприятия сейчас. Если кто-то приходит к нам и говорит, смотрите, у вас есть документация, мы готовы вложить деньги, чтобы вы это производили, продавали на внешней рынке или нашей стране. Мы не можем это сейчас делать. Я всегда привожу пример. Если бы Илон Маск со всеми его мозгами и быстротой дал генеральным директором Укроборонпрома, он бы через полгода получил срок от 3 до 5. Просто за хищение, за то, что нарушает процедуры. Просто за то, даже желание быстро развиваться, привлекать деньги и создавать новые техники вооружения. Это невозможно в нашей регуляторной поле. Ну что, все уперлось в этот закон, который вы внесли? Мое мнение, что если я всегда это говорю, мы можем долго рассказывать, как делали плохо прошлое, это не наша работа. Мы долго рассказываем, что все воровали, все плохо. Давайте создавать новые правила, так чтобы вот того не было. Мы создали, это новая прошивка оборонки. Вот новое программное обеспечение. Мы подарили его парламенту. Это законопроект правительственный? Законопроект сделали народные депутаты. Этот законопроект прошел утверждение нескольких министерств. Базовая модель управления, которая есть в законопроекте, она презентована 2 премьер-министрам, 3 министрам финансов, 2 министрам экономики, президенту, секретарю национальной безопасности и обороны, комитету. Это все наша работа, которую мы провели. Поверьте, это нелегко, учитывая все, что меняется. Что, примут? Сейчас уже появился новый орган власти, да, новое министерство стратегических отраслей промышленности, у которого есть свое видение на этот закон. Мы с ним долго это обсуждали. У меня есть сдержанный оптимизм по поводу того, что у нас совпадают взгляды в том, что это должна быть корпоратизация, это должна быть независимая компания с коммерческим успехом. Я думаю, что у нас есть шанс этот законопроект чуть-чуть доработать. Я очень надеюсь, что в этом году мы его просмотрим хотя бы в первом чтении. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет исторический шаг. Я понимаю, что для многих людей это звучит пафосно. Понимаю, что это очень далеко от их жизни. Но поверьте, наши директора этого закона ждут. Очень многие люди. Почему пафосно? Будет больше вооружений и у нашей армии в том числе. Я просто знаю, как журналист, да, как скептически отношусь к тому, что говорят с экрана. Я понимаю, что все люди сейчас смотрят и думают. Но мы честно отработали эту историю. Мы честно ее показали. И более того, мы действительно, вот там мы год назад, потому что я тоже не скрывал, что у нас не было опыта в оборонке. Но поверьте, для меня сейчас публичное признание или там чья-то похвала намного меньше стоит, чем когда тебе приходит директор завода и говорит, ребята, ну вот классно, спасибо, отработали контракт.